В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования. Владимир Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам. В селе Дикимдя во время ночной грозы убило током более 10 коров. Сотрудники Почты России отметили свой профессиональный праздник. О династии почтовиков-связистов из Вилюйска расскажем в этом выпуске. Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству образования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, говоря об ориентирах на ближайшее десятилетие. Глава государства подчеркнул, что задача власти – сделать все, чтобы каждый молодой человек, независимо от места рождения и уровня доходов его семьи, мог получить качественное образование, раскрыть свой дар, заложенный природой талантом. Теперь к данным по коронавирусу в Якутии. 45 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в республике за минувшие сутки. Об этом сообщила вице-премьер региона Ольга Балапкина во время брифинга по эпидситуации. 35 заболевших в Якутске, по 3 в Верхневилюйском и Нюрингринском районах, по 2 в Верхоянском и Чурапчинском. За последние сутки 2 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. Как сообщила Ольга Балапкина, сейчас завершается служебная проверка в Томодском психоневрологическом интернате. И, предположительно, там могут быть заболевшие новой коронавирусной инфекцией. Сами по себе, к сожалению, в Нюрингринском районе случаи являются случаями новыми. Да, значит, это у нас новые появились случаи. Что касается Верхневилюйского района, то так же, как и для всех остальных сельских районов, данные случаи являются непосредственно завозными соответственно, из других районов нашей республики, в том числе большинство из них пока является из города Якутска. В настоящий момент становится сложной ситуацией в более или менее спокойном с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации в Алданском районе, потому что заканчивается сегодня служебная проверка в Томодском психоневрологическом интернате, в котором непосредственно все-таки по результатам проверки у нас выявлены случаи. Предположительно, мы ждем подтверждения этих случаев, у постояльцев интерната в результате, непосредственно заноса вируса со стороны, персонала интерната. Служебная проверка, непосредственно сегодня будет завершена. По результатам проверки у нас на настоящий момент отстранен от должности, об этом я уже говорила, руководитель. Соответствующую, работу для того, чтобы сейчас усилить медицинское обеспечение в интернате, она проводится, и медиками за субботу-воскресенье еще раз проведено дополнительное медицинское обследование всех, кто находится в интернате, и оказывается соответствующая помощь. 87 лесных пожаров действуют в Якутии. Это оперативные данные авиалесоохраны. Общая площадь, пройденная огнем, почти 340 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского и Мирнинского районов, где зарегистрировано 52 очага природных пожаров. На их тушение привлекались 663 человека и 64 единицы техники. Для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты в готовности к применению находится авиация МЧС России и аэромобильная группировка. В заречном селе Натора в Ленском районе ураган с градом разрушил несколько домов и соцобъекты. Прошлой ночью прошел град размером с куриное яйцо. Некоторые крыши домов пробиты, где-то слетел шифер, также разбито большинство окон. Пострадал урожай, крытые теплицы практически уничтожены. Досталось и соцобъектам. В больнице и школе разбиты окна, в детском саду повреждена кровля здания. Пострадала и крыша котельной. Как сообщил глава Наторинского наслега, сейчас депутаты составляют списки пострадавших и оценивают ущерб. Будет собран пакет документов и передан в администрацию района. Глава пообещал помочь наторинцам ликвидировать последствия разрушительного урагана. А в селе Дикимдя Нюрбинского района из-за обрыва электропровода погибли 11 коров. По информации начальника департамента сельского хозяйства района Ивана Егорова, обрыв произошел в 4:30 утра во время сильной грозы.
Устаревший электропровод не выдержал шквала и упал на землю, где находились животные. Из-за непогоды пострадали и дома в селе. Местные жители готовят заявление о возмещении ущерба в Нюрбинский РЭС. В администрации района прошло оперативное совещание, на котором было решено оказать материальную помощь пострадавшим. Под утро 13 июля произошло такое опасное природное явление, как гроза с сильным ветром. В результате произошло аварийное отключение и обрыв провода в селе Джикимда, который находится 15 километров от города Нюрба. В результате от удара током погибло 11 голов крупного рогатого скота. В настоящее время администрацией района прорабатывается вопрос оказания помощи пострадавшим. Новая летняя откормочная ферма на 200 голов появилась в селе Михайловка Амгинского района. Объект построил производственный кооператив «Самарсун», который занимается выращиванием зерновых культур и разведением откорма молодняка. Зимой прошлого года хозяйство по пилотной программе Министерства сельского хозяйства построило коровник на 240 голов для молодняка, а этим летом летнюю откормочную ферму. В дальнейшем работники хозяйства планируют выполнить план по производству мяса, а также открыть убойный, а затем и производственный цех по изготовлению мясной продукции. Стоит отметить, что с 2018 года в Амгинском районе построили 5 летних ферм, из них 4 молочные. Всего по республике идет интенсивное строительство летних ферм, животноводческих комплексов. Это вот благодаря указу главы Республики Саха-Якутия номер 232 Асена Сергеевича Николаева. Там в течение 4 лет должны строиться 60 летних ферм, в том числе молочные фермы и специализированные на откормочных летники должны строиться. Из них в 2019 году впервые выпустили откормочные площадки в количестве 5 штук. Отпустило Министерство сельского хозяйства по линии программы по инвестпроекту. Сотрудники Почты России отметили свой профессиональный праздник ведомству уже сотни лет. Сейчас в нем трудятся свыше 330 тысяч россиян. Преданных своему делу почтовиков-связистов пригласили в Москву на чествование, где также состоялись и съемки передачи для Первого канала. Гостями студии стала династия почтовиков-связистов из Вилюйска, ей уже более 300 лет, а также почтальон из Кобяйского района. В Москве с якутянами встретились наши корреспонденты. У нас, династия почтовиков-связистов 365 лет. Светлана Васильевна – потомственный почтовик. С письмами, телеграммами и бандеролями она знакома с раннего детства. Любовь к профессии ей привила мама, сотрудник почты. Будучи малышкой, Светлана была частым гостем в ее отделении. Тогда же она и решила, что непременно вырастет и свяжет свою жизнь с почтой. Сейчас трудовой стаж Светланы Васильевны составляет уже 33 года. Моя мама, Дворецова Мария Васильевна, тоже больше 40 лет проработала. Татьяна Егоровна, мать-героиня, 43 года проработала в связи. У нас у всех, те, которые работают, и работали, одна запись трудовой книжки – это почта. Мама, тети, дяди Светланы. Династии почтовиков-связистов более 3 веков. Целых 4 фамилии в роду, 26 человек работали и продолжают трудиться в отделениях связи и на почтамте. По стопам матери пошла и дочь Светланы, Мария. Как-то другие места даже не смотрела, можно так сказать. Всегда с детства была с мамой на почте тоже, как-то осталось у меня в душе. Очень большая ответственность, думаю, династия продолжается, и такой большой век у нас. Чествовали династию почтовиков из Якутии в Москве. Мероприятие, посвященное их профессиональному празднику, транслировалось по Первому каналу. В этот же день состоялось и вручение ежегодной премии Почты России «Человек года». Ее обладателем стал якутянин Афанасий Полядинский. Молодой человек – настоящий герой. Он преодолел 350 километров пешком, чтобы доставить в труднодоступные села Кобяйского района 97 килограммов корреспонденции. 10 отдаленных деревушек Афанасий прошел за 10 дней. 2 недели назад пригласили нас в Москву, празднование, съемки прошли. 10 человек пригласили со всей России. В десятку попасть это очень трудно, можно сказать.
Сохраняя верность своим традициям, сотрудники почты всегда на передовой. Несмотря на погоду, расстояние и преграды, они выполняют свою благородную миссию, связывают города и страны, доставляют письма и посылки до адресата, во что бы то ни стало. Айсена Пронашова, Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Экстремально жаркая погода установилась в столице региона. Столбики термометров уже несколько дней подряд держатся на уровне выше 30 градусов. А сегодня температура воздуха в Якутске составила 34 градуса. По прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится до пятницы. А накануне официально открылся городской пляж в традиционном месте на 202-м микрорайоне. Пляж работает с 9 утра до 9 часов вечера. Отметим, что ранее пляж принадлежал частной компании, теперь он перешел в руки муниципального унитарного предприятия «Городские бани». Для отдыхающих работают специально оборудованные раздевалки. На вышке постоянно дежурит спасательная команда. Хотелось бы сразу народ, население свое попросить, чтобы отнеслись с пониманием, потому что мы в первый раз начинаем обслуживать. И поэтому что будем предоставлять? Сейчас воочию глаза откроем, с чем мы связываемся. То, что от нас требуется согласно постановлению Республики Саха-Якутия, мы все проделали абсолютно. Вплоть до Роспотребнадзора, ГИМСа, все прошли данные вопросы и решили. И сегодня у нас, как видите, работает один пост до обеда. Это наши спасатели и на воде, и на суше. Сидят с громкоговорителем обученные люди. Решили между собой коллегиально, что мы будем предоставлять именно, откажемся пока от лежаков. То, что есть контактные места, мы обрабатываем. Роботы на бейсбольном матче в Токио заменили фанатов на трибунах и пустились в пляс. Участники японской команды Fukuoka SoftBank Hawks пригласили на трибуны болельщиков, которым не страшен опасный вирус. Во время матча против команды Rakuten Eagles поддержать спортсменов вышли более 20 роботов. Автоматизированные болельщики были представлены двух видов. Один из них – человекоподобный робот, а другой – его четвероногий механический друг, похожий на собаку. Вместе они исполнили танец под гимн команды Fukuoka SoftBank Hawks, который обычно танцуют поклонники сборной на стадионе. Некоторые из танцующих роботов надели шапки команды и махали флагами в поддержку спортсменов. Несмотря на запрет к посещению массовых мероприятий, проведение турниров по профессиональному бейсболу возобновилось в Японии с 9 июля. Однако поклонники данного вида спорта пока могут следить за играми любимых команд лишь по телевизору. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.